Московские студенты изучают особенности грамматики якутского языка. В одном из столичных вузов уже несколько лет будущие лингвисты пристально постигают падежи, суффиксы, окончания народа саха. Какие открытия сделали начинающие ученые и чем их покорила Якутия? Выясним все. Мы у корпуса факультета гуманитарных наук одного из лучших вузов в нашей стране. Это Высшая школа экономики. И здесь есть группа студентов, которая изучает якутский язык. Причем эти ребята неоднократно бывали в нашей республике с экспедициями. Сейчас пойдем с ними знакомиться. Дроба Булару. Дроба. Максим. Бастаге этини ах. Мин багынага баран, күннүлүр болақтарына, тоқтубут кулагы итегестеях пен сөбдуо. Максим Бажуков – преподаватель-ассистент. Уже 4 года он изучает грамматику якутского языка при лаборатории формальной лингвистики университета. Студенты и преподаватели здесь есть разные. Вот мы, небольшая группа, которые занимаются якутским языком, есть студенты и преподаватели, занимающиеся другими языками. Хантыйским, лесным ненецким, марийским, саамским, другими языками. И вот возникла идея изучать язык тюркский. Это что-то, чего пока как бы не было в практике на тот момент. И вот этим совершенно новым, удивительным открытием для нашего опыта стал якутский язык. Якутский язык, он же не малочисленный сравнительно. Это многочисленный язык. На нем есть медиа. На якутском языке очень много общаются в интернете. Да? В отличие, например, от хантыйского языка, от лесного ненецкого языка, которым я занимаюсь. Можно забить в поиск в интернете и посмотреть, как реально носители употребляют то или иное выражение. И тогда как бы возникла группа желающих, кто потенциально хотел бы этим заняться, изучать якутский язык. Вот, и начались семинары, где вот мы читали разные работы научные о якутском языке. Как бы входили в язык, постепенно привыкали к нему, узнавали, как устроена грамматика. Мы с моей коллегой по другой экспедиции, по саамской экспедиции, вот, которая как раз-таки ездит тоже в якутскую экспедицию, мы с ней просто в какой-то момент говорили о якутах и о ее экспедиции, вот, и она рассказывала, как она очень приятно проводит пары с носителями, вот, как ей очень нравится язык, и меня это тоже очень сильно заинтересовало. Вот, если учесть, что этот язык очень сильно отличается и от саамского языка, который уральский язык. Вот, и еще я изучала турецкий 2 года, вот, и поэтому, так как языки родственные, вот, я решила, что это будет очень приятным дополнением. Действительно, Якутия довольно большой регион, интересный, и оказалось, что вот никто якутский как бы такой в современной практике не изучал, вот, в рамках университетов сейчас. Сам язык и как бы народ, о них я раньше знал не так много, но вот что-то, что знал, меня как бы очень привлекало. Как-то это очень казалось интересным. Такой огромный регион, необычный, много всего. Что знал? Знал действительно, что это как бы совершенно огромная республика, то есть сравнимая с какими-то иными странами. Вот, что она славится своими алмазами, славится огромным количеством рек, интересной природой, ленскими столбами, такими интересными самобытными верованиями, шаманизмом. Вот такими вещами. Также, что там к северу оленеводство практикуется. И вот какие-то такие вещи, с одной стороны. С другой стороны, что климат очень такой суровый, летом жарко, зимой очень холодно. Вот. Ну и, конечно, это было интересно. Вы знаете, в якутском языке вот для нас сразу несколько интересных вещей. С одной стороны, достаточно хорошо описан. Коллеги из Якутска, из СВФУ, из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера действительно очень много делали и делают для описания якутского языка. Да, и если очень многие базовые вещи уже описаны, можно поставить некоторые следующие теоретические вопросы. А потом ведь, да, даже среди тюркских языков якутский очень особенный, да, по культуре, да, отличается от таких обычных, да, степных тюркских культур, якутская культура северная такая. И по языковому строю, да, там очень много монгольских заимствований, да, очень есть ощущение, что там и венский, и венкийский немножко повлиял на якутский язык, да, вот. И вот все эти звезды сошлись,
Вот, и нам сейчас очень интересно заниматься якутским языком. Мне скорее нравится сочетание какой-то сложности и при этом понятной системы. Что вот условно есть, например, у глагола очень много разных показателей разного времени, еще они как бы разные бывают в зависимости от того, в каком месте его предложения они стоят, и это все связано с разными другими категориями, но при этом как бы есть тоже довольно четкая система, что вот этот показатель отвечает за это, тот показатель отвечает за то, и на самом деле тоже такой довольно смешной может быть момент, что в якутском языке довольно мало чередований, точнее, в принципе-то их много, но они везде одинаковые, довольно мало варьируются, поэтому их как бы можно взять раз и навсегда выучить. Вот, так что это чисто технически упрощает работу. Также ученых заинтересовало, что в одном и том же предложении можно как использовать, так и игнорировать падежи. Например, предложение «мен массына алджатым». И вот я сказал без падежа. Вот. И вроде бы так действительно иногда говорят в некоторых ситуациях, когда это что-то вот абстрактное. С другой стороны, может быть сказано «мен массынаны алджатым». В 2019 году преподаватели университета решили изучать особенности якутского языка и пригласили в новую группу всех желающих студентов. Их заинтересовала живая языковая культура народа Саха, возможность общаться с носителями и необычные конструкции, с помощью которых формируются предложения. По-якутски, по крайней мере в говорах намского луса, можно сказать «Сардана, барары сылджар». Вот собирается уйти. А можно «барары генар», а можно «барары генна» или «барары гаммыт». Если она стоит у двери, можно сказать «барары турар». И вот это в прямом смысле богатство якутского языка. Сколько способов, сколько очень похожих конструкций, у которых у каждой есть свой оттенок значения. Да? И вот это интересно описать. Особенность якутского языка в том, как в нем сочетается сложность, как в нем сочетается как бы наличие множества способов выразить очень похожие, но все-таки не совсем одинаковые штуки, при этом с довольно четкой системностью и с такими, скорее, узкими значениями разных грамматических показателей, потому что в других языках они могут быть более широкими. Вот, я бы так сказала. Да, я бы сказал, что язык довольно сложный. Вот, то есть, с одной стороны, слова как бы складываются так последовательно по кусочкам, как вот в тюркских языках, агглютинативно, то есть слепляются по кусочкам одно с другим. Но очень много бывает разных этих кусочков, вот, очень длинные бывают слова, и действительно не всегда можно сходу понять, что это за слово, как оно устроено. Ну и тем более сложить его в предложение. Изучение происходит не только по книгам, предусмотрена и полевая практика. Уже 4 раза студенты и преподаватели приезжали в Якутию. Они жили в Намском и Верхневилюйском улусах и активно общались с местными жителями. Мы обычно встречаемся с носителями на 1 час или 2, и обычно это устроено так, что у нас есть анкеты, которые мы специально составили по нашим темам, и мы спрашиваем предложения на русском, иногда, и часто пытаемся что-то породить по-якутски, вот, и спрашиваем носителей, могли бы они так сказать, в каком случае они так могли сказать и так далее. То есть пытаемся как-то собрать какую-то информацию про якутский. Когда я начинала, мне было очень сложно сразу записывать за носителем, который говорит предложение, потому что это было очень быстро, и я просила прям пословно, чуть ли даже не по буквам мне диктовать, но со временем я уже привыкла к темпу речи и стала достаточно быстро печататься. Наверное, это из-за того, что Якутия все-таки очень далеко от центральной России. Обычно я там в разных регионах бывал. Я сам тоже как бы не из Москвы, я из Поволжья. Вот, там бываю, в том числе там езжу в какие-то другие регионы. И обычно в разных регионах там разные люди, там даже если на машины смотришь, там разные регионы. А вот в Якутию я приехал, и там регионы только якутские у машин. То есть там, по сути, к вам очень сложно добраться из других мест. И, по сути, в общем, только жители Якутии, там, в том числе и в самом Якутске. Вот. Ну и, конечно, в том селе, в котором мы были. Все говорят по-якутски, там и в магазинах, и просто на улице, и дети в том числе. Обычно же дети даже там в
республиках каких-нибудь больше по-русски говорят, но вот в Якутии нет. В Якутии дети тоже говорят по-якутски, и это очень необычно. Я изучаю модальность в якутском языке. Ну, например, вот есть два слова модальных в якутском языке — син и сёп. Вот, они, как я понимаю, очень похожи. И то, и другое означает как бы «возможно». Но при этом есть контексты, в которых они различаются. Ну, судя вот по тому, что мне удалось исследовать. Например, там вот в вопросительных предложениях в некоторых, допустим, син допустим, а сёп недопустим. Вот. Ну, там это сложная такая тоже теория, то есть там вопросы тоже бывают разные, но вопросы, которые связаны именно с запрещением или разрешением. То есть там, допустим, ученик заходит в класс и спрашивает, можно войти. Получается, что в таком случае вот как бы задавать вопрос этот лучше с син, а с сёп как-то как будто не очень хорошо. И вот хочется узнать, почему так. Из Якутии ребята привезли не только научные материалы или новые впечатления. В Москву они вернулись с сувенирами. Погрузилась в язык и в культуру тоже. Мне стало интересным якутская мифология. И за то время, пока я в проекте, посмотрела, ну, не очень много, но достаточное количество фильмов якутских. Мне очень нравится якутский кинематограф. Из Якутии привезла себе небольшой сувенир, якутские сережки серебряные. Решила что-то себе на память привезти. Вот. И люди, когда видят, всегда делают комплименты, спрашивают, откуда у меня такие сережки. Вот, потому что здесь их не продают вообще. Этим летом лингвистическая группа снова собирается отправиться в якутскую экспедицию. А пока ребята ищут носителей языка в Москве, чтобы не останавливать работу, и просят откликнуться всех желающих им помочь. Мы ищем в Москве в том числе носителей якутского языка, потому что одно дело работать с носителем в экспедиции, когда вы 2 недели как бы плотно контактируете, а другое дело, когда мы уже приехали в Москву и сделали какой-то анализ, но мы понимаем, что нам не хватает каких-то там некоторых кусочков данных, и, конечно, носители в Москве — это очень ценно для нас. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва.